В 1925 году была принята Конституция, как известно, где были прописаны суверенные права абхазского государства. И здесь очень важный момент, который необходимо учитывать, что в 1924 году была принята Конституция СССР, где в нарушение буквально всех договоренностей с Грузией было мелким шрифтом напечатано Аджарская и Абхазская автономные республики. В то время как они так абсолютно не назывались, назывались СССР, Абхазия, в отличие от Аджарии. Потом до этого были приняты основополагающие законы, кодексы о земле, уголовное право, лесное право и так далее. То, чего не было в автономных республиках. Автономные республики не имели в тот период никаких конституций. И вдруг в 1925 году, не прошел и год после Конституции СССР, когда вдруг принимается такая конституция, в которой сказано только о связях с Закавказской Федерацией и с Советским Союзом. И что Абхазия, СССР и Абхазия имеют право на свободный выход, как из Закавказской Федерации, так и из Советского Союза. При этом государственным языком провозглашался только русский язык. И это был, конечно, очень большой шаг вперед, тем более, что нужно учитывать, что шла внутрипартийная борьба, обострилась между Сталиным и Троцким в этот период. И Троцкий в 1925 году второй раз приехал в Сухум на лечение именно в это время и принимал участие в подготовке этой Конституции, где сказано о суверенитете и обо всем. То есть это вступало в прямое противоречие вообще со многими документами, в том числе и с основополагающим основным законом СССР в тот период, первой Конституции. И это, конечно, сыграло немаловажную роль. И были власти, судя по всему, встревожены очень, потому что где-то в начале марта планировалось проведение третьего съезда Советов, на котором должна была быть принята эта Конституция. Однако произошло событие, о котором в советское время вообще не упоминали, вскользь, в общем-то и не говорили. Из Тифлиса вылетел самолет «Юнкерс», в котором были Мясников, это видный функционер, член Реввоенсовета был СССР, он был секретарем Закрайкома в свое время, Могилевский, председатель ГПУ Закавказья и Грузии в том числе. Замом у него был Берия тогда, кстати. И Атарбеков, известный революционер, представитель СССР в Закавказской Федерации. И как только самолет вылетел, он взорвался, они погибли все. Они летели на съезд, и Троцкий открыто об этом говорит в своей речи, потому что 22 марта это произошло, и в тот же день Нестор Лакоба выступил на заседании Совнаркома, в память об этих товарищах, в общем, обо всем этом он сказал. А на следующий день как раз нынешняя гостиница «Рица», там с балкона второго этажа при огромном стечении народа с очень яркой речью выступил Троцкий, и посвящено это было именно этому событию. Мы опубликовали из газеты «Правда», кстати, за 25 год его выступление, где он прямо говорит, что они летели на съезд, но не долетели, как он говорит, и в принципе он очень прозрачно намекает, что это была не случайность, что это тройной удар по партии. И он, не дождавшись съезда, вынужден был уехать, Троцкий, потому что были, видимо, соответствующие угрозы и так далее. И он вынужден был уехать. А до этого к нему сюда уже приезжали Христиан Раковский, который выступил в Абхазии, приветствовал молодую Советскую Республику, что мы даем всему миру пример, как нужно решать национальный вопрос и так далее. Приехал министр нарком почты телеграфа
тоже выступал в Абхазии. То есть немало его сторонников. И они летели все, чтобы поддержать вот эту идею, понимаете? И вот такое совпадение. В общем, трагический момент. Ну а дальше известно, что дальше произошло. Это уже 92-й год, 23 июля, когда Верховный Совет тогда решил перейти к этой конституции после того, как военный совет сначала, а потом Госсовет Грузии обратились к конституции меньшевистской Грузии 1921 года. Она, кстати, всего 4 дня. Даже не успела, в общем-то, войти в силу, по большому счету. Вот. А Конституция 25 года, потом ополчились-то все против Нестора, но дело уже было сделано. И, кстати говоря, съезд не смогли сорвать. Он провел съезд в этих условиях жутких. Когда он остался один, по сути дела, он провел этот съезд. И фактически только через 2 года появилась новая Конституция 27 года. Это обычно как-то не учитывают, не говорят об этом. Что там подлог, по сути дела, Абхазская автономная республика. Не было еще такого аббревиатуры не было. Потому в нарушение всего, даже аббревиатуры, они сначала дали Аджарская автономная республика, Абхазская, хотя, как вы знаете, сначала Абхазская, Абхазская не могли дать, потому что на СССР Абхазия была. Аджарская автономная, потом Абхазская тоже автономная. Но по договоренности между Абхазией и Грузией это были равносубъектные единицы, понимаете? И они на основе особого союзного договора заключили, в общем, соглашение. Это было в 1922 году. Кстати, хочу отметить, что в 1922 году Абхазия собиралась принять Конституцию. И был страшный шум, и сделали все для того, чтобы этого не случилось. Потому что Грузия торопилась принять свою Конституцию. Вот. И фактически навязывали им вот эти соглашения, договоренности. Я как-то в шутку говорил о том, что получилось так, что в результате войны и всего Конституция 25 года, в которой принимал участие и Троцкий, побила Конституцию Жордании 21 года. Понимаете? Ну так получилось. Но самое главное, почему перешли к 92 году, потому что говорилось о том, что это суверенное государство. Вот. Самый главный вопрос был, причем приняты ведь были еще и флаг, и герб вот, Абхазии в этот день. Я помню, даже как сейчас помню встречу с Артембе в этот день. Он позвонил мне довольно поздно и сказал, что если сможешь, завтра пораньше подойди. Вот, я пришел пораньше, он отозвал меня и начал говорить об этом, что мы подготовили и будем, в общем, принимать, хотя это было понятно, только неясно было, когда, и случится это или не случится, понимаете? Когда он мне сказал об этом, что я единственная была задача, я сказал, это война. Он говорит, ну что ты, старик? Я говорю, это война. Я очень хорошо помню. Он, конечно, потом начал говорить, да нет, ты знаешь, вот у меня была встреча там, вот интересная встреча. Вот. И были уверены в том, что вот у нас с другой стороны и выхода уже не было.